Нет доступности, нет какой-то вот возможности, особенно то, что касается вот работы для молодежи. Ну нет совершенно, нет никаких возможностей подняться наверх. Я не говорю о карьерном росте, я не говорю там о зарплате, да, это уже даже о зарплате даже речи нет. Нет возможности, что самое страшное, вообще устроиться на работу. Вообще, то есть вот эти вот какие-то финансисты, экономисты, у которых нет каких-то знакомых, они превращаются автоматически в продажников, там абсолют, кассир, там, я не знаю, вот и с высшими образованиями все. Нет какой-то общей базы. И не двигаются, люди не двигаются. Может быть то, что, ну, все-таки какой-то район, там, город маленький такой, что ли, не знаю. Ну и вот это одно название, помощь молодым предпринимателям, там в размере, мне кажется, раньше было там 50 тысяч. То есть это, ну, это одно название. Это одно название, то есть это 50 тысяч, непонятно для чего, для раскрутки. А где поддержка, где какие-то законы, которые тебе помогают дальше работать, дальше там избегать вот этих проволочек, этих справок каких-то непонятных, каких-то налоговых там и так далее. И человек творческий, если еще творческая работа, то какая-нибудь там лавка чудес вот у нас есть. Она творческая, вот девушка, да, она вот хочет делать руками, она не хочет заморачиваться вот на этих вот всех вот документах, да, приходится. Собственно, бизнес сразу гибнет. Все, творчество закончилось, бизнес закончился. Идем работать в какую-нибудь там, не знаю, как они называются, которые с полки в полку выкладывают. Мерчендайзер с высшим образованием. То есть вроде бы такой умненький человек. У меня вообще в последнее время как хобби стало. Я, видимо, ищу людей для работы. И я стала везде смотреть вот в глаза человеку. И мне всегда, вот мне прям интересно стало, что чем человек занимается. Вот, а может быть он может это, а мы не знаем все. Вот. Видим каких-то рядом с собой сидящих, ничего не хотящих людей. А вот этот человек, может быть, может, а он тут с полки на полки перекладывает. И такой вот шанс какой-то, что ли, давать. Не получается. Вот. Ну, это то, что вот в общем такое, знаете, молодежь, культура. На самом деле это все очень связано, потому что если бы молодежи было куда пойти, если бы они ходили в театр, ходили бы они в библиотеку, ходили бы они вечером в спортзал, то мы бы их видели потом, это поколение, мы бы его видели работоспособным, каким-то жаждущим чего-то там, вот таких хотящих каких-то перемен. Мы им сами открыли дорогу уехать в другой город. И от этого никто не застрахован. И вот иногда даже я себя ловлю на мысли, что вот все, надо ехать. Чуть что-то еще держит. Может быть, даже вот природа, что ли, больше держит. А так и работа держит. Держит работу, потому что на самом деле работа очень здесь вот интересная такая вот такое руководство хорошее, такое можно делать, вот, ну, какие-то границы, конечно, есть, но вот это творчество, оно такое подпитывается, так, тебя ограждает от каких-то финансовых вопросов, от юридических вопросов, потому что все профессионалы в своей области, и ты так плавно раз и делаешь свой проект, а потом смотришь, что у тебя там, оказывается, и финансовые вопросы все были решены, и юридические вопросы плавно все решились, и ты раз, и только мероприятием занимаешься. Ну, это хорошо, что такая команда есть просто здесь, она есть не везде, это точно. Это когда... Это дорого стоит, не надо какой-нибудь менеджер по проектам занимается там каким-нибудь, я не знаю, бегает, оплачивает какие-то договоры, там бегает. Мы тоже этим чуть-чуть занимаемся, как бы, ну, не настолько, чтобы там уникать, прямо ты погиб там в этих деньгах, и не знаешь, где какие баннеры договориться. Нас это касается, но как-то это не болезненно, все так ровно так проходит. Это да. Ну вот, собственно, все.